Do up a do up shoe, be do up a do up a do up shoe, be do up a do up a do up shoe, be do up a do up a do up shoe, be do. Всем привет! Вы на канале Марс Свин. Меня зовут Тоня, и я хозяйка двух великолепных мальчиков Бакса и Бани. Сегодня я вам расскажу, какое сено вообще существует, какое лучше и полезнее для морских свинок, и какое сено нравится моим морским свинкам Баксам и Бани. Что ж, если вы готовы, тогда поехали! У меня всегда дома находится так называемый сеновой запас, который состоит из более чем 10 упаковок сена, начиная от 300-граммовых и заканчивая килограммовыми упаковками. Сено мы будем сравнивать по нескольким категориям. Первое – это вес. Второе – место, где оно было скошено. Третье – дата фасовки. Четвертое – насколько сено зеленое, либо же оно похоже на солому. Далее – количество пыли и, конечно же, ценовой диапазон. Обзор сена я хочу начать с лугового, поскольку оно является одним из самых распространенных видов сена. Эту 300-граммовую пачку, скошенную на полях моей родной Харьковщины, я приобрела в местном зоомагазине за очень даже небольшую цену в 12 гривен. Могу сказать, что сено достаточно зеленое, но не очень пахучее, поэтому не нравится, наверное, моим морским свинкам. Его же я использовала в прошлом видео, где они его любили использовать как предмет игр. Что касательно содержания пыли, здесь оно, скорее всего, будет обозначено средним значением, то есть его немало, но и немного, как бывает в остальном сене. Следующей пачкой для обзора я взяла вот такую вот пачечку, опять же 300-граммовую, приобрела ее в местном супермаркете. Хочу также сказать, что дата изготовления является апрель этого года. И также срок годности 10 лет. Что мне понравилось, что привлекло? Во-первых, это небольшая относительная цена, опять же 12 гривен, а также деление на вот такие вот колечки, секции, которые очень удобно раскладывать морским свинкам по секциям. Что касательно пыли, здесь она вовсе отсутствует, достаточно крупное сено, хотя производитель слегка нас обманывает, когда пишет на упаковке сено луговое в названии, хотя ниже он указывает, что оно изготовлено из природного разнотравья. Разнотравье оно немножечко помельче, чем луговое сено будет, хотя также не высыпается из сени. Еще не менее интересным экземпляром является сено степное. Собственно, вот эта вот пачечка сена из 100% люцерны и сподвигла меня сегодня снять видео именно о сене. Конечно, содержание пыли здесь очень велико, хотя само по себе сено является достаточно зеленым. Хотела дать попробовать морским свинкам люцерну, поскольку говорят, что оно очень даже полезное. Также меня привлек срок изготовления, поскольку это сентябрь этого года, то есть пару дней назад его упаковали. Собрано оно на экологично чистых районах Полтавщины. Будем пробовать, посмотрим, насколько хорошо оно будет в употреблении морских свинок. Итак, мы подобрались к самому интересному и к самому моему любимому сену. Я его обычно покупаю вот такими вот огромными мешочками, потому что однажды попробовав, однажды встретив его в магазине, я нашла его по запаху. После этого я поняла, что я всегда буду его покупать, потому что мои морские свинки от него просто без ума. Хотя здесь достаточно большое количество пыли, но вот за такую вот огромную 900-граммовую пачку я отдала до 40 гривен. Опять же, купила в обычном супермаркете, очень понравилось по запаху, поэтому я приобрела, и мои морские свинки достаточно довольны. Также очень сильно привлекает тем, что здесь всегда сено свежее, всегда можно купить сено того месяца, в который ты пришел в магазин. Естественно, в весенне-осенний период. Они его съедают полностью за полсуток, из чего я могу сделать вывод, что оно им нравится больше всего. При выборе сена в первую очередь следует обратить внимание на его дату изготовления, поскольку большинство хорошего сена продаются с небольшим сроком хранения, а также собраны в весенне-осенний период. В средствах массовой информации можно найти сведения о том, что сено можно использовать в качестве подстилки для различных грызунов и морских свинок в том числе. Я лично это делать не советую, поскольку свинки все-таки любят в нем зарываться и, естественно, делать свои дела. Поэтому для
сена существуют специальные сенницы, металлические держатели. Я использую шарообразные, несколько штук, у меня их 3 штучки висит в клетке, для того, чтобы свинки были более опрятными, не разбрасывали это сено и кушали всегда только свежее и чистенькое. Существует также большое разнообразие заграничных и импортных видов сена, таких как Vitakraft от производителя. Но могу вам сказать, что особо они ничем не отличаются. Однажды я приобрела такую упаковку, ни меньшим содержанием пыли, ни более зеленым цветом, а также меньшим содержанием соломы, они ровным счетом ничем не отличаются, поскольку в то же самое время они лежат в зоомагазинах и потом продаются за более высокую цену. То есть разницы я особо не наблюдаю. Если же морским свинкам понравилось то сено, которое вы им предложили, почему бы их не оставить содержать на этом сене? Они будут вам очень даже благодарны. И не важно, сколько это сено стоит, откуда оно и какой у него производитель. Что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал для того, чтобы следить за жизнью Бакса и Бани и смотреть за новыми выпусками. Всем пока! Здоровья вам и вашим питомцам!